Наконец-то стало ясно, почему русские называли нас татарами. Выдающийся азербайджанский востоковед, лингвист, просветитель и общественный деятель Мохаммед ага Шахтахтинский еще в 1891 году опубликовал в газете «Каспий» свои размышления о наименованиях закавказские татары, мусульманин или азербайджанец. И называлась эта статья «Как назвать закавказских мусульман». Те, кто думают, что имя азербайджанец придумал Сталин, это видео для вас. Итак, Шахтахтинский пишет: до недавнего времени на русском языке называли закавказское магометанское население мусульманами, разумея под этим не вообще исповедатели ислама, а говорящее на тюркском языке население русского Закавказья. Подобное название народности по имени ее религии заимствовано русскими от самих закавказских магометан, которые и поныне называют свою народность и свой язык только мусульманскими, потеряв понятие о языке в понятие о религии. Но вопросы, какой он народности и на каком языке говорит, закавказский магометанин другого ответа не дает, кроме того, что он мусульманин и говорит по-мусульмански. Армяно-католики тоже называют свою народность и свой язык только католическим. Желая дать закавказским магометанам имя, исходящее не от их веры, а от их народности, за последнее время начали на Кавказе на русском языке называть закавказских магометан татарами. Нововведение это нельзя никоим образом назвать удачным. Язык, на котором говорят закавказские магометане, не татарский, а турецкий или, что одно и то же, тюркский, делящийся на главные диалекты – османский, сельджукский и азербайджанский. Неудобство названия закавказских мусульман татарами на практике чувствуется в Баку. Здесь русские, лучше знакомые с татарским населением внутренних губерний, скорее других постигают, какая большая разница существует между закавказским тюрком и татарином внутренней губернии по языку, по виду, по нравам и обычаям. Оттого в Баку, где тоже чувствуется потребность давать закавказскому магометанину имя, исходящее от его народности, называют местных правоверных персианами. Конечно, и это название неудобно, ибо если закавказские тюрки не татары, то они подавно не персияне. Народы отличаются друг от друга по языку, а тюркский и персидский языки совершенно различны между собой. Называть закавказских мусульман татарами неудобно еще и потому, что эти мусульмане, которых никогда не сами даже и ближайшие соседи, персияне, оттоманы, курды и армяне не называли этим именем, не хотят и слышать о таком имени. Сказать правду, оно их просто оскорбляет. Удобнее всего было бы назвать закавказских мусульман азербайджанцами, а их язык азербайджанским. Провинция Азербайджан, большая часть которой отошла от Персии к России и составляет нынешнее Закавказье, населена почти исключительно этим тюркским народом, который как восточные писатели, так и европейские географы и этнографы иначе и не называют, как азербайджанскими тюрками. В обиходной жизни неудобно назвать народ или язык двумя словами, говоря, например, азербайджанский турок или азербайджанский турецкий язык. Поэтому целесообразно было бы на русском языке закавказских мусульман вместо татар назвать азербайджанцами, а закавказский тюркский язык вместо татарского азербайджанским, пишет Шахтахтинский в 1891 году в газете «Каспий».